В Дагестане мы, наверное, сегодня единственный народ, который ровно пополам разделены государственной границей. Вот этот вопрос сегодня настолько неизучен, да, просто в ярлыки вешает. Сейчас у нас есть очень большая потребность в экспертах по лезгинскому языку. Вы признаете, что до 2013 года организация работала. Вы, как представитель лезгинского народа, что сделали, чтобы им помочь? Публично на весь мир должен свое мнение озвучить. Это же не шутки. Поддержка очень важна, но не все это понимают, к сожалению. В 1996 году я до этого момента не принимал ни одно гражданство. Там было 2-3 человека чеченцев, 2-3 человека азербайджанцев. Все. Остальные все были лезгины. Давайте вместе помогать нашему народу, а не мешать друг другу. Саламу алейкум и доброго дня нашим дорогим зрителям. Меня зовут Ильяс Букаров. Мы находимся в стенах Федеральной лезгинской национальной культурной автономии. И сейчас у нас состоится беседа с ее президентом Васифом Абдулбековичем Гасановым. Хотел открыть нашу беседу с этой темы. Вы были избраны президентом ФЛНК в апреле прошлого года. И хотел спросить, как вы успели освоиться на новом поприще? Во-первых, тоже салам алейкум. Добрый день всем. Уже время достаточно прошло, я уже освоился. Но все равно, несмотря на это, чувство ответственности, так скажем, осталось. Одно дело, когда ты возглавляешь региональную организацию, где ты знаешь каждого лезгина, который живет, в данном случае Ярославской области, да, и в ручном режиме можно с каждым отдельно решить вопросы. Другое дело, когда ты отвечаешь за всю федеральную организацию, и когда ты чувствуешь, что такое ощущение, прям каждый лезгин за тобой смотрит и ждет что-то такого, так скажем, для нашего народа, большого, полезного. Поэтому, конечно, чувство ответственности осталось, а так, в общем, да. А насколько опыт в региональной организации подсказывает, как действовать уже на федеральном уровне? Ну, примерно процентов на 50, так скажу. С точки зрения общения с людьми, с точки зрения общения, так скажем, со специалистами этот опыт есть. Конечно, вот трудности еще есть, если смотреть на масштабность, так скажем, организации. Конечно, федеральная организация – это большое пространство, вся Россия. Региональная – это всего лишь один регион. Поэтому примерно 50 на 50 я бы так ответил на этот вопрос. А как вы оцениваете деятельность предыдущего президента ФЛНК, а ныне председателя Совета организации Арифа Пашаевича Керимова? Ну, я скажу так, я привык оценивать дела по результатам. Но этот человек, когда мне передал организацию, он мне передал организацию, которая, так скажем, уважает кругом и в федеральных организациях, и, так скажем, другие диаспоральные организации. Передал огромный, так скажем, опыт работы. Вот. И, кроме того, очень большое количество мероприятий за плечами. И по сей день продолжает подсказывать, помогает. И где-то, ну, что тут греха таить, как говорится, и семья Керимовых по сей день продолжает помогать и финансово. Поэтому, в общем, положительно. Вот. Конечно, тут люди говорят разные, но надо просто приходить и знакомиться. Я считаю, что, в общем, положительно. То есть, получается, Ариф Пашаевич держит пульс, да, руку на пульсе в делах организации? Ну, я бы так не сказал. С точки зрения именно работы он не вмешивается. Конечно, совет провел, на совете приняли решение, и дальше уже Ариф Пашаевич отходит, наблюдает со стороны. Там, когда где-то нужна помощь, мы обращаемся, он помогает с удовольствием. Если там, скажем, какой-то глобальный вопрос, где мне самому нужен совет, в таких случаях бывает, я ему звоню, обращаюсь. Вот. А так, в принципе, в общем, я вполне самостоятельно принимаю решения и работаю, и производственная часть абсолютно не вмешивается. Угу. У лезгин довольно богатый опыт создания разных общественных организаций, да, с разной степенью активности. И, в принципе, наш народ проявляет большую активность в общественном поле. И в связи с этим, в том числе, представители других народов Дагестана зачастую бывает заявляют, что лезгины как-то отделяются, отмежеваются, да, вот создали собственные организации и действуют как бы в отрыве от других народов Дагестана. И как вы это видите, что бы вы об этом сказали? Ну, я сначала скажу сразу, успокою всех, что мы, лезгины, всегда считали себя
дагестанским народом и считаем, по крайней мере, так скажем, в новейшей истории, да, и не представляем свою жизнь отдельно от наших братских дагестанских народов. Но что касается отдельной организации, она не отдельная, просто получилось так, что только мы открыли эту организацию. Где-то в регионах есть и организации других народов. Для того, чтобы, так скажем, понять, надо смотреть на работу федеральной организации. Мы, если вопрос касается не только лезгин, а, допустим, других народов Дагестана, мы обязательно поднимаем вопрос в общем. То есть мы отдельно лезгин не подчеркиваем. А что касается, еще раз, так скажем, если повторится открытая организация, но надо смотреть. В Дагестане мы, наверное, сегодня единственный народ, который ровно пополам разделены государственной границей. У нас проблем больше. Поэтому здесь нужно более подробное, так скажем, изучение вопроса, действовать, так скажем, более планомерно. Вот. Поэтому у нас эта организация и появилась, потому что у нас ровно половина народа проживает в Азербайджане, а вторая половина в Дагестане. Надо как-то вот эту разделенность, проблему возникаемой с разделенностью решить. Вот. И, кроме того, вот эта разделенность, она еще проблему вызывает то, что лезгины, которые проживают в Азербайджане, они как бы немножко ментально уходят на юг, который в Дагестане, можно сказать, на север. В общем, как бы есть, конечно, еще разделен народ, аварцы, да, у них там примерно где-то 80% на 20%. По крайней мере, у них не так скажем, актуально стоит этот вопрос. Поэтому у нас и создаются эти вопросы. Конечно, огромная еще потребность в этой организации вызывает то, что в Дагестане этот вопрос полностью не решается. Да? Если в советское время, я помню, я сам родился и вырос в Азербайджане, если какое-то мероприятие, так скажем, которое касается дагестанской культуры, сразу реагировали из Дагестана, из Минкульта. Если касается образования, то из Министерства образования. Сразу приезжали, награждали, кого надо, кто отличился. Но, к сожалению, после развала Советского Союза мы это не видим, эту работу. Поэтому вот возникает потребность в этих организациях. И, конечно, огромная проблема еще появляется из-за неизученности разных ситуаций. У нас еще любят там сразу вешать ярлыки, да, вот, не изучив ситуацию. У нас, например, вот масса других вопросов. Неизученность культуры, там, я не знаю, отдельных кухни той же, например. Вот. Поэтому у нас очень много неизученного в Дагестане. В связи с этим тоже возникают претензии друг к другу и так далее. То есть вы бы посоветовали авторам подобной критики вникнуть как-то в лезгинскую проблематику и проявить понимание, что... Да, конечно, но даже не только лезгинскую проблематику, даже общедагестанскую. Но сегодня у нас ни для кого не секрет то, что у нас огромная проблема с изучением языков народов Дагестана, правильно? Особенно после принятия последнего закона. У нас там они остались уже практически в качестве факультатива. Уже сколько людей ко мне обратились с вопросом, что у нас в селе уже лезгинский изучает только 1 час в неделю. Даже иностранный язык так мало не изучает, понимаете, а тут родной язык. Поэтому я вот этим людям, которые вот поднимают такие вопросы, посоветовал, давайте вместе обратимся к нашим властям и решим вот такие проблемы изучения языка, там, изучения культуры, традиций и так далее. И вместе будем как бы двигаться вперед. Еще звучит такая критика, что уже в ваш адрес лично, да, что уроженец Азербайджана едва ли может возглавить ФЛНК, потому что сам факт наличия у него родственников в Азербайджанской республике будет каким-то образом оказывать на него давление, да, при принятии решения в организации. Что бы вы на это ответили? Вопрос очень странный, сразу скажу, да, потому что, во-первых, мы политическими какими-то вещами мы не занимаемся. Мы организация, которая действует на культурном поле. Какие тут вопросы могут возникнуть у тех же властей Азербайджана? Да? Мы хотим сохранить и развивать свою культуру и язык. Я думаю, никто против этого не будет. Вот. Я и долгие годы возглавлял региональную организацию, входил в совет ФЛНК. Свободно ездила на свою историческую родину, приезжала, и никаких вопросов не возникало. И кроме того, мы намерены сотрудничать в разных отраслях с теми же разными, так скажем, организациями азербайджанскими в плане поддержки языка, культуры. Вот сейчас у нас есть очень большая потребность в экспертах по лезгинскому языку, которые признаны в Азербайджане, чтобы создать какой-то круглый стол, обсудить единые стандарты преподавания лезгинского языка в Азербайджанской республике и Республике Дагестан. Вот в таком плане, в таком ключе работать, я думаю, это против этих, какие-то там, скажем, политические лозунги
какие-то такие непозволенные вещи себе не позволяем. И кроме того, сотрудничать в рамках разных программ межгосударственных. Только вот так, в рамках международного права. Вот. Мы федеральная организация, российская организация, мы будем действовать через российские какие-то, так скажем, органы. Поэтому мы себе не позволяем ничего того, что, так скажем, может обидеть. Ну да, получается, поприще культурно-просветительское какое-то, да, в целом политику не затрагивает, поэтому боятся чего-то, как-то необоснованные страхи какие-то. Ну да, да. Также приходится слышать такую критику, что вот после 2013 года ФЛНК перестала поднимать проблематику культурно-языковых прав лезгин в Азербайджанской республике. Что бы вы об этом могли сказать? Я скажу так, я с этим не согласен, потому что после 2013 года, ну, может, чуть позже я уже был в Совете ФЛНК, эти мероприятия продолжались. Вот буквально вчера, по-моему, я наткнулся на документ. В 2015 году делегация ФЛНК ОБС Ариф Пашаевича участвовал в съезде ОБСЕ, и там пунктов 15 были озвучены проблемы лезгин, возникающие в Азербайджанской республике там, в области образования, культуры, развития культуры там, и так далее. Работа велась и ведется до сих пор, так что и мы продолжаем эту работу вести сегодняшний день. Вот, в частности, я знаю, что, допустим, в 2019 году ФЛНК получил консультативный статус при экономическом и социальном совете ООН, вот, что является для, так скажем, для общественных организаций наивысшим признанием. Поэтому работа велась, ведется. Просто она очень много невидимой работы. Вот, поэтому это слухи, потому что ФЛНК не работает. Так кажется со стороны, видимо. Ну да, не каждый же из тех, кто критикует, он регулярно обновляет сайт, читает новости, публикации. Кроме того, они же не видят, сколько трудов это стоит. Элементарная поездка, так скажем, или в Европу, или в Америку на эти советы – это огромные деньги, во-первых, да. Вот. И, во-вторых, время, так скажем. И, в-третьих, надо подготовиться как следует. Ты не куда-то идешь, там, скажем, непонятно куда, да, идешь в серьезную организацию, и там публично на весь мир должен свое мнение озвучить. Это же не шутки. Поэтому работа ведется, что, так скажем, культурного плана мероприятия, они там несколько месяцев надо готовиться к ним. И тут финансово еще как бы надо где-то найти и так далее. То есть им-то говорит одно слово, кто это говорит, да, это очень легко. А люди там делают колоссальную работу, чтобы одно или то или другое мероприятие довести до ума. Вот. Надо думать об этом. Просто в данном случае, я думаю, поддержка очень важна, но не все это понимают, к сожалению. Вы думаете, тут речь скорее в добросовестном заблуждении или в намеренном каком-то зложелании? Ну, тут я не могу сказать, что у людей в голове, да, но когда-то, вот что касается отдельных личностей, ну, я прям это вижу, что это целенаправленно, так скажем, ведется работа. Вот. Но это несколько человек. Конечно, есть люди, которые слушают их мнение, там говорят, но их все меньше и меньше. К счастью. Ну и по вопросу критики, вот завершим этим вопросом по поводу критики в соцсетях, да, вот дошло даже до того, что некоторые активисты подали в суд на Минюст по поводу правок в устав ФЛНК. Вот. Что бы вы об этом сказали? Ну, что я могу сказать? Я думаю, ну, само то, что эти люди подали иск на Минюст, это, ну, я не знаю, Минюст – это организация, где из одних юристов состоит, по-моему. Вот. Поэтому, я думаю, там, скорее всего, все было правильно. Что касается нас в этом вопросе, ну, они у нас требовали документы, требовали исправить тот или другой документ, мы исправляли, отправляли. То есть с нашей стороны мы там ничего такого не сделали, что может вызвать там какие-то незаконные действия. Кстати, вот по поводу незаконных действий, да, и ведь еще также есть обвинение уже в ваш личный адрес, да, не то что организации, что вы получали российское гражданство незаконно, да, что вы имеете сказать на это? Ну, это очень хороший вопрос. Я, собственно, исходя из этого вопроса и сказал, что некоторые люди целенаправленно, специально как бы создают отрицательный имидж о нас. Что касается принятия мной гражданства, я его принял в 1996 году. Вот, по статье 18 Г, есть пункт Г. Это значит лица, которые родились на территории Советского Союза, которые после развала Советского Союза не приняли ни одно гражданство, но до 2001 года, если память мне не изменяет, значит, подали на гражданство того или другого государства из бывших союзных республик.
вот, значит, ну, бывшие, которые входили в состав Советского Союза. Собственно, я так и поступил. В 1996 году я до этого момента не принимал ни одно гражданство. В 1996 году я в Ярославле подал на гражданство, и мне по статье 18 пункт Г дали гражданство Российской Федерации, чему я очень, так скажем, счастлив. Тогда в чем, как вы думаете, основание для недоверия в чистоте процедуры получения гражданства? Какие есть основания утверждать, что вы получили? Они говорят так, вот якобы некоторые лица, выходцы из Азербайджана, когда Союз перестал существование, принимали гражданство незаконным путем. Поэтому, так как они родились на территории Азербайджанской ССР, тогда Азербайджан может в любой момент их как бы потребовать у России. Из этого они не могут независимо работать в данном направлении. То есть опасность есть такая, что я, допустим, якобы боясь азербайджанских властей, не могу все, что хотел делать в этом направлении. Но я еще раз подчеркиваю, что мы политические какие-то действия не принимаем, мы работаем в основном в культурном языковом поле. Вот, поэтому мы не касаемся политики никаким боком. Да, когда-то возникают такие вопросы, как закрытие границы, конечно, мы обращаемся к нашим федеральным органам, чтобы помогли как бы людям общаться друг с другом. У нас ни для кого не секрет, что лезгины по той и по этой стороне границы, родственные связи очень тесные. Поэтому потребность в этом есть. Да и проблема сегодня у самих азербайджанцев, которые у меня очень много друзей азербайджанцев в Ярославле. Они говорят, что 3-5 лет уже не ездили в Азербайджан, потому что на самолете не могут себе позволить. Граница закрыта. Да, действительно, проблемы с этим. Ну, кстати, непонятна причина. Очень многие наши земляки этим интересуются, почему вот границы закрыты. Ну, официальная версия то, что ковид еще не прошел якобы в Азербайджане, но не могу сказать там какие, так скажем, скрытые причины. Но мы обращались и к президенту нашему, мы обращались и в Министерство иностранных дел, мы обращались в Россотрудничество и в посольство Российской Федерации в Азербайджанской Республике. Но они все говорят, что как бы Российская Федерация пытается, но причина закрытия границ Азербайджанская Республика как бы закрыла. Поэтому пока никак не могут воздействовать. Что же остается ждать, пока граница откроется? Потому что действительно, особенно для нашего разделенного народа, да, это очень критический фактор. Да, причем вот такая очень странная ситуация. У нас, так скажем, понятно, что Дагестан и Азербайджан общие границы, там, я не знаю, сколько у нас километров, сотни километров. Чечня как бы находится за Дагестаном. Из Грозного летают каждый день самолеты в Баку, а из Махачкалы каждые 4 дня. Ничего себе. Да, из Грозного билет стоит там, если 10 тысяч, то из Махачкалы 30 тысяч. Удивительно. Да, удивительно. Я вот как-то летом, по-моему, этим летом я летал из Грозного. Причина опять в том была, что я находился в Махачкале. Из-за того, что из Махачкалы дорого, я купил билет из Грозного в Баку. Сел в самолет, у меня такое ощущение было, что там я нахожусь у себя в селе. Там в самолете сидели одни лезгины, несмотря на то, что из Грозного летит самолет. Там был 2-3 человека чеченцев, 2-3 человека азербайджанцев. Все. Остальные все были лезгины. Действительно удивляет. Поэтому эта проблема есть, это катастрофа, конечно. С этим надо что-то делать. Но вот сейчас, я не знаю, вроде слухи доходят, что якобы там где-то ко второй половине года откроют уже. Ну, не знаю, посмотрим. Пока до 2 апреля официально граница закрыта. Помню, такие слухи были еще в 2022 году, что откроют. И, ну да. Видимо, да. Ну, пока, к сожалению, я определенно ничего сказать по этому вопросу не могу. Вернемся к деятельности организации. Какие мероприятия удалось осуществить в ушедшем году, в 23-м? Что могли бы рассказать? Ну, мероприятий, я скажу, было, так скажем, немало. Мероприятия, посвященные религиозным праздникам, это ифтар и раздача, так скажем, садака. Были мероприятия в рамках субсидий. Это, значит, прошло конференция у нас в Москве и в Дагестане по случаю 1380-летия принятия ислама Дербентом. Вот. Потом, значит, у нас было мероприятие, посвященное 210-летию Гулистанского договора, после которого практически, так скажем, все народы Дагестана вошли официально в состав Российской Федерации. Было ежегодное мероприятие «Наследие предков». Вот. Уже 3-й год мы его проводим. Вот. Кроме того, мы провели очень хорошее мероприятие. Это вечер лезгинской поэзии в декабре в Махачкале. Вот. «Россия. Моя история» в зале. 4 часа ни один человек не уходил. Видимо, люди соскучились по таким мероприятиям. Был практически полный зал. Нам удалось... Значит, с сентября месяца мы выплачиваем стипендии
студентам, будущим учителям лезгинского языка, студентам махачкалинских вузов, 2 вузов. Вот. Кроме того, нам удалось, до сих пор продолжаем как бы искать следы Хаджи Давуда. Вот. Нам из Турции поступил такой сигнал. Мы отправили нашего молодого историка из Дербента, Мурада Садыкова, обеспечили его жильем, там, дорожными расходами и так далее, проживанием. Он там поработал 2 месяца, приехал. Кроме того, совместно с Постпредством Дагестана, но в рамках юбилея Расула Гамзатова мы провели День лезгинского языка, там диктант на лезгинском языке. Потом, значит, там были наши выставки, значит, были мастер-классы. Это все, в принципе, Постпредств нам только представил площадь и как бы обратились к нам. Остальное все мы, так скажем, сами организовали. Я думаю, тоже прошло очень на высоком уровне. Кроме того, здесь прошла очень, так скажем, такая серьезная, так скажем, презентация книги про Михаила Лезгинцева. Вот то, что я вспомнил, так скажем, на быструю руку. Список действительно впечатляет. О некоторых вещах даже я не был в курсе, признаюсь. Может, есть смысл в том, чтобы как-то на сайте какой-то раздел вот сделали за 2003 год там? Нет, 2023 год мы как бы как-то немножко обыграли. Это в рамках поздравления с Новым годом. Мы рассказали, что проделано за 2023 год. Вот. А так у нас в дальнейшем в планах официально вот в начале каждого года план опубликовать. И в конце года насколько удалось выполнить. Да, уже как раздел, потому что статьи, они уходят вниз, да, и уже там их не видно. А так, если раздел будет видно, и то. Да, мы вообще в этом году планируем обновить сайт. Достаточно устарел уже, там уже появились много новых возможностей, надо воспользоваться. Да, потому что вопрос, на самом деле, такой, он давно такой назревший, он так звучит прям, в лезгинском обществе можно цитировать, что сделала ФЛНК, да, приходится слышать, люди интересуются. Вот меня лично спрашивают знакомые, там, друзья, вот что сделала ФЛНК. Особенно бывает, отмечают, что вот за последние несколько лет уже, да, отмечу именно несколько лет, говорят, что активность как-то менее заметна стала. Вот. Что вы об этом думаете? Я думаю, активность менее заметной стала, может быть, благодаря вот ковидным всяким этим, так скажем, ограничениям. В самом деле мы, может быть, вот эти 2-3 года таких публичных мероприятий не было проведено по понятным причинам. Я даже могу сказать про Ярославскую организацию. У нас, так скажем, всегда, каждый год, ежегодно там несколько мероприятий проходило. Вот у меня стоял вопрос приглашения Лезгинского театра в Ярославль. Да? Нам пришлось дважды отложить, 3-й раз в конце концов решили провести. И вот буквально за несколько дней приняли очередные ограничения. Я уже билет успел раздать. И там нам сказали, что только 1/3 зала можно занимать. После того, как ковидные ограничения прошли, мы опять как бы начали работать. И я думаю, в ближайшее время люди еще увидят, что у нас будет много мероприятий. Да, и всем понятно, что никакая общественная организация, которая ведет активную деятельность, не может обойтись без постоянного финансирования. Как с этим обстоят дела у ФЛНК? Откуда организация получает средства на свою деятельность? Я скажу, тут, наверное, люди сразу, подумают, что вот там государство поддерживает и так далее, и так далее. Есть субсидии от Федерального агентства по делам национальностей, но эти субсидии уходят сугубо, так скажем, целенаправленно на те мероприятия, которые, так скажем, указаны у нас в плане. То есть на другие какие-то мероприятия, они на содержание организации и так далее, эти деньги не идут. Вот. А что касается остальных мероприятий, вот, например, у нас вот тот же вечер поэзии, там юбилей Садагет Керимовой, наполовину, например, профинансировала семья Керимовых, половину я, и вот там 100 тысяч еще один земляк от себя выделил. Что касается, так скажем, ежедневных постоянных орграсходов, у меня там 2-3 товарища моих дают какие-то небольшие средства на зарплату секретарю и на канцелярские расходы на какие-то. Да. Кроме того, еще Такай Керимов 2 зарплаты нам на 2 человека выделил, ежемесячно выплачивает. То есть вот таким образом у нас каких-то там серьезных поддержек, к сожалению, со стороны нет. Поэтому в основном, вот кроме тех мероприятий, которые я подчеркнул в рамках субсидий, остальное мы, можно сказать, проводим все за свой счет. Думаю, это станет для многих новостью, ваш ответ, да? Потому что по себе знаю, многие и меня спрашивали об этом, да? Многие думают, что вот это вот
название «федеральная лезгинская организация», она обязывает, ну не то что обязывает, она дает право на получение каких-то вот государственной помощи, вот постоянное как бы финансирование. Люди думают, что организация имеет государственное финансирование из-за вот названия «федеральная». Нет, ну, есть момент такой, государство выделяет средства, так скажем, способом грантов или субсидий. Но вот опять-таки это, вот, например, на те субсидии, которые уже мы получаем, на обработку этих субсидий мы, так скажем, несколько человек еле-еле успеваем. Тут нужны специалисты, которые гранты будут писать, потом, так скажем, их выполнять. Вот, поэтому у нас есть эти люди, но их немного. Мы не единократно уже общались, на каждом собрании, подчеркиваю, есть молодые люди, которых можно, так скажем, обучить, и они дальше возьмут эту работу, смогут выполнить, то мы с удовольствием. Например, в тех же президентских грантах мы не принимаем участие. Нужно понимать, что на какие-то мононациональные проекты деньги не выделяются. Они выделяются на межнациональные проекты какие-то в рамках гармонизации межнациональных отношений. Вот. А так на содержание отдельной организации или на какие-то монопроекты деньги не выделяются. Трудно получить. Как бы можно выбить, они выделяют, но как бы трудно получить. Да? Ну, трудно получить, но если, так скажем, правильно подойти, то можно их получить. Нас же еще интересует, так скажем, средства на те проекты, которые предназначены для сохранения нашего языка, культуры, содержания организации и так далее. Но на эти вещи деньги не выделяются. Подытоживая сказанное, можно сказать, что деньги выделяются государством на какие-то целевые проекты, да, расход целевой, а не на просто, скажем... В основном на межнациональные проекты, на межнациональные. Да, а не просто на функционирование организации. И чтобы получить эту государственную субсидию, не обязательно иметь в названии слово «федеральное», там, какая-то еще, да. Просто физлицо может подать на грант какой-то или еще что-то, участвовать и получить помощь. Ну, я вот в Ярославле знаю организации, региональные организации, это не обязательно национальной культурной автономии, которые получают президентский грант, например, да, там выпускают какой-то журнал, там еще что-то. То есть не обязательно быть федеральной организацией, чтобы получить эти гранты. Ну и подытоживая такой вот заключительный вопрос по поводу ваших планов на посту президента ФЛНК. Какие направления вы считаете приоритетными и нуждающимися в наибольшем внимании? На первое место всегда ставил, наверное, по сегодняшнему интервью тоже видно, это разделенность нашего народа. Конечно, нам надо стараться, так скажем, минимализировать или вообще, так скажем, устранить негативные причины, которые вытекают из-за разделенности нашего народа. Вот. И мы являемся, конечно, российской организацией, но все равно мы стараемся участвовать в каких-то межнациональных, межгосударственных, не межнациональных, а межгосударственных комиссиях, каких-то есть межпарламентские там, и так далее. У нас Россотрудничество сотрудничает со странами бывшего Советского Союза вот, в рамках проекта Россотрудничества. Потом через посольство Российской Федерации в Азербайджанской Республике, через посольство Азербайджанской Республики в Российской Федерации какие-то провести общие мероприятия, проекты. Надеюсь, это нам удастся. Потом, кроме того, кроме разделенности, у нас еще есть очень большая проблема, особенно в последние годы. У нас не только лезгины, можно сказать, все народы сейчас распыляются, они заселяются в крупных городах. Вот. Это вызывает дополнительные проблемы. Конечно, работа с этими организациями, постараться, чтобы как бы каждый лезгин, проживая за пределами своей исторической родины, оставались единым целым своим народом. Нужно, кроме того, чтобы эти же наши земляки, когда уезжают, каждый из них, чтобы хоть какой-то дом построил на своей исторической родине. Когда они приезжают с детьми, со внуками, у детей этих была возможность изучить лезгинский язык через, так скажем, среду, которая общается на лезгинском языке, через общество. Конечно, у нас большая проблема с языком сейчас, но не только у нас, наверное, в первую очередь у всех дагестанских народов. Я думаю, нет другой республики в составе Российской Федерации, у которой есть настолько большие проблемы с сохранением национальных языков, потому что мы одна из немногих республик, но самая многонациональная, из немногих многонациональных, но самая многонациональная республика в составе Российской Федерации. Это вызывает свои трудности. Например, если сравнить с соседними братскими республиками, с Чеченской республикой, с Осетией, например, да, с Аланией, то у них, допустим, Министерство образования, Министерство культуры занимается одной культурой, правильно? А у нас в Дагестане
одно министерство занимается там, ну, как минимум 14 титульных народов, да, культурой и языком 14 народов. Поэтому вот работать в рамках этих возникающих отсюда проблем. И кроме того, у нас сейчас, конечно, в Дагестане бум туризма, да. Вот последние годы, вот после развала Союза, скажем, народными промыслами, национальной кухней, можно сказать, никто не занимался. У нас просто любят сказать, это наш хинкал, это наш чуду и так далее. И, так скажем, без основания абсолютно кто-то там открыл кафе, все там, допустим, принадлежащее одному народу присвоить себе. Это все из-за неизученности. Поэтому хотелось бы, чтобы вот в Дагестане, там, где аварское направление, чтобы было все аварское, там, где лезгинское направление, все лезгинское, там, где даргинское, даргинское. И туристы, когда приезжают, те же из других регионов России или из других стран, имели возможность посмотреть, почувствовать культуру того или другого народа, в частности, лезгинского и народов Южного Дагестана. В этом направлении поработать. Вот. Поэтому хотелось бы, конечно, все инициативные люди, лезгины, которые, так скажем, хотят себя проявить в этих направлениях, видели ФЛНК как площадку, через которую можно осуществить как бы эти проекты. Да. В частности, мы вот «Наследие предков», я уже упомянул, у нас мы в Дагестане в Дербенте проводили в этом году. Мы пригласили специалиста из Дома народов Дербент, проектная мастерская называется, как бы у нас тема была такая. И там у нас два проекта обратились к нам, по-моему, с «Дагестанских огней» и с Дербента. Ребята молодые со своим проектом, мы их поддержали, и на следующем совете мы собираемся обсудить, как им помочь. Конечно, консультация однозначно. Дальше посмотрим еще, чем можем помочь. Хотелось бы, чтобы таких проектов было как можно больше. И ФЛНК люди рассматривали как организацию, через которую можно осуществить вот такие проекты. Я призываю наших земляков к консолидации, к созидательности. А тех, которые много говорят, ничего не делают, так скажем, сплетни разные распускают. Ребята говорят, давайте дружить, приходите к нам в ФЛНК, мы познакомим вас с работой в ФЛНК, давайте вместе помогать нашему народу, а не мешать друг другу. Очень интересную вещь высказали в начале ответа на вопрос по поводу мероприятий, направленных на сохранение единого культурного пространства лезгин по обе стороны границы. Вот. Какие конкретные меры вы видите в этом направлении? Конкретные меры, конечно, здесь очень многое зависит от властей Азербайджанской республики. Но какие культурные мероприятия совместные, допустим, если так прямо сразу там банально сказать, вот я знаю, что в Кусарах есть лезгинский театр, есть в Дербенте. Обмен театрами, например. Я знаю, что много мероприятий проводится по отдельности культурные. Ну, возьмем тот же, вот этот год мы возьмем юбилей Сулеймана Стальского. Например, я знаю, что в Баку отмечается. Можно было точно так же и в Кусарах его отметить. И не только в Кусарах, где лезгины компактно проживают, во всех, так скажем, населенных пунктах. Можно было, так скажем, я не знаю, какие-то спортивные мероприятия совместные, чтобы там это было как бы единое, ну, первенство, можно сказать, там, первенство, допустим, имени Сулеймана Стальского, Хаджи Давуда, там, я не знаю, Яракского, там, приз, не имени, в спорте, наверное, приз получается, да, как бы, вот. Ну, разные культурные, какие-то фестивали, какие-то культурные мероприятия. Что касается языка, я уже как озвучил, чтобы язык преподавался по единым стандартам, а не так, в одной стране, так скажем, латиница, а в другой кириллица. Чтобы этого не допустить, это, я думаю, уже вызовет сразу разделение народа на две части. Поэтому вот мероприятия такого плана, культурно-массовые, всякие спортивные. Вот, в частности, Дни культуры Дагестана, например, можно было в Баку, в Кусарах и в других районах провести. И Дни культуры Азербайджана в Дагестане, например, в рамках Дней культуры Азербайджана, чтобы там были культуры народов Дагестана тоже, проживающих на территории Азербайджанской республики. Также вы упомянули очень актуальный вопрос по поводу нацпромыслов. Да? Вы сказали, что после развала Советского Союза эта тема как-то остановилась совершенно. Да? Да. Вот. Тоже ковроткачество, например. Да? Как вы видите, есть пути возрождения этого нацпромысла? Какой путь там? Коммерческий или еще какая-то форма? Так как у нас государство, так скажем, сейчас 30 лет назад
пошло по капиталистическому пути, конечно, коммерческое тоже не помешало бы. Вот. Но надо сказать, что мы этот промысел взялись. У нас есть ответственный за это направление. Нашли мы специалиста. Кстати, таких очень мало осталось. В этом году мы планируем по лезгинскому корводелию выпустить книгу, вот, документальный фильм. Ну, остальное все, возрождение заводов, фабрик, вернее, правильно будет, да, возрождение фабрик, там, что касается практической работы, естественно, это очень большие расходы. Мы со стороны ФЛНК как бы можем создать некую энциклопедию, и если, так скажем, средства какие-то будут, мы пойдем на возрождение вообще всего промысла. Тема действительно непростая, потому что это затратная тема, да? Ковер сам тоже продукт. Да, что касается народных промыслов, нам нужны проекты разные. Очень мало каких-то этнографических проектов. Раз-два обчелся. Нам очень нужны люди с проектным мышлением и те, которые вот предложат и как бы до конца доведут то, что они предлагают. То есть не просто выражение благих пожеланий и интересных идей, да, с пониманием дела, с предложением, с конкретными предложениями. Да. Нужно понимать, что каждое наше мероприятие вызвано какой-то уставной задачей, основные из которых является сохранение и развитие языка и культуры, сохранение идентичности, объединение лезгинских общин, проживающих в разных регионах, консолидации их. Вот. И мы придерживаемся, вот, так скажем, вот этой линии, подчиняемся уставным задачам. И нужно понимать, что каждое наше следующее мероприятие является продолжением предыдущего. Спасибо за интересную беседу, Васиф Абдулбекович. Спасибо за то, что смотрели, дорогие зрители. На этом завершаем нашу беседу. Спасибо. Спасибо.